Ну вот представьте себе ситуацию. Конец прошлого века, конец 1990-х годов. И в целом по Российской Федерации и в Республике Саха-Якутия, конечно, было сложнейшее социально-экономическое положение. Мы вступили в новый век, будем говорить, выходя из глубочайшего такого экономического кризиса, для которого были объективные и субъективные причины. Ну, надо было заниматься восстановлением народного хозяйства. И поэтому вот в начале 2000-х годов, сразу после избрания меня президентом Республики Саха-Якутия, возник вопрос, а что и как дальше мы должны делать. Но первоочередные задачи были совершенно понятны. В республике к тому времени из всех отраслей народного хозяйства более-менее на плаву была только алмазодобывающая промышленность. Все остальные находились или в предкризисном состоянии, или полностью в банкротном состоянии. Поэтому был разработан специальный план социально-экономического развития республики, состоящий из отдельных программ. В совокупности это был пятилетний индикативный план на 2002-2006 год. Но он предусматривал коренную модернизацию тех отраслей, которые у нас традиционно существовали. Прежде всего, это горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. Он предусматривал подтягивание инфраструктуры. Он предусматривал санацию, тех предприятий, которые, будем говорить, были едва живы. Он массовую реструктуризацию предусматривал и так далее. Ну, короче говоря, это были меры, по сути дела, оздоровления народного хозяйства. Конечно, это много давало нам для социально-экономического развития, но расчеты показали, что за 5 лет, когда если даже мы добьемся дальнего результата и приведем все в порядок, то да, будет экономический рост, но рост этот будет недостаточно для того, чтобы решить те огромные социальные проблемы, которые есть у нас, были к тому времени у нас в республике. Это и огромная масса ветхого аварийного жилья, и такое ужасающее состояние материальной базы в системе образования и здравоохранения. Надо было строить не одну-две школы в год, как вот сейчас вводится в некоторых субъектах федерации, а десятками их. То же самое и в других отраслях социальной сферы. Доходы населения очень сильно отставали от прожиточного минимума. Ну, как решить эти задачи? Конечно же, республика была, несмотря на то, что традиционно горнодобывающая, с такими громкими эпитетами золотая, бриллиантовая, алмазная и так далее, глубоко дотационным регионом. И Российская Федерация сколько могла, столько нам и выделяла средств, а нам требовалось в разы больше. Поэтому стал вопрос о том, как дальше развивать республику. Наведем мы порядок, стабилизируем ситуацию в действующей модели. Но нужно что-то, какие-то найти отрасли, изюминки, которые дали нам будущее развитие. Конечно же, экономистами республики, учеными, специалистами народного хозяйства, специальными рабочими группами долго анализировалось, где же наши возможности. В общем-то, среди одной из главных, направлений, которые избраны были для будущего развития республики, это нефтегазовый комплекс. Что мы к тому времени имели, к началу 21 века? О том, что в Якутии есть нефть и газ, было известно давным-давно, еще в 18 веке. Служилые люди сообщали в Москву о том, что обнаружили там и сям каменное масло, это значит нефть. Были проявления газа, выбросы струй еще и в 19 веке. Об этом извещалось и правительство, поскольку это были необычные явления. В 1925 году уже советское правительство организовало комплексную экспедицию по линии Академии наук СССР по комплексному изучению производительных сил республики. Она была организована по инициативе руководства республики тогдашнего, руководителя нашей республики Максима Кировича Амосова, выдающего нашего государственного деятеля. В результате работы экспедиции было выявлено о том, что Якутия имеет в том числе и перспективы на нефтегазоносность. Начались работы, по мере возможности в те годы, и можно сказать, что началом нашей нефтяной промышленности можно считать 1948 год, далекий, когда на берегу Ледовитого океана в Анабарском улусе знаменитейший Папанин, начальник Сейморпути, пробурил первую скважину, начал добывать нефть сугубо для своих нужд, для своих пароходов, кораблей, для отопления своих поселков и так далее.
В 1956 году было открыто первое наше месторождение, газовое, Усть-Вилюйское. И в том же году состоялось важнейшее такое событие, когда была организована комплексная экспедиция по разведке нефтегазового потенциала Якутии. Это решение принимались на уровне правительства Союза СССР. И вот результаты 50-летней работы наших геологов, они дали то, что к началу 21 века у нас было выявлено 4 нефтегазоносные провинции, целые еще 5 нефтегазоносных потенциальных областей, 29 месторождений нефти и газа. Были поставлены на баланс примерно 300 миллионов тонн нефти извлекаемых запасов и почти 2 триллиона кубических метров газа. Это колоссальная цифра. Некоторые страны, значит, не имеют столько нефти, вернее, столько газа, значит, хотя считаются в числе ведущих газодобывающих государств. Была создана кое-какая промышленность, скажем, еще в 60-е годы был построен первый магистральный газопровод в мире на вечной мерзлоте с наших газовых промыслов навели в город Якутск. Заработала первая в СССР газотурбинная электростанция в городе Якутске. Началась газификация населенных пунктов. Началась пробная добыча нефти, использование в качестве котельно-печного топлива уже на Талаканском месторождении. То есть какие-то такие начала, что ли, значит, у нас уже были. Но это была промышленность для местного использования. Она была важной отраслью, и мы ей уделяли большое внимание, чтобы она стабильно работала, потому что от этого зависело все народное хозяйство, социальная сфера. Но нам нужно было другого. Нужно было создать такую отрасль, которая имела бы общероссийские масштабы, значит, и стала бы главным образом служить в качестве доходной части для финансового состояния республики, для бюджета, и местом приложения сил для жителей республики, как для того, чтобы найти возможность эффективные, значит, рабочие места создать. Вот для чего нужно было. Это совсем другой масштаб задачи. Нельзя сказать, что мы находились на пустом месте. Вот я говорю, что разведка хорошая была проведена, геологическая. Значит, уже начали действовать уже действовали зачатки, значит, такой газовой нефтяной промышленности. А кроме того, была неплохая еще и теоретическая база, потому что уже еще в советское время, затем в 90-е годы прорабатывались вопросы, как использовать нефтегазовый потенциал, вот именно в том русле, как я говорю, в качестве такой базовой якорной отрасли народного хозяйства, как сейчас модно говорить. В том числе разрабатывались проекты подачи якутского газа, значит, на побережье Охотского моря и дальше в Японию, и на уровне союзного советского правительства, и потом уже республиканскими властями. Я должен сказать, что огромный вклад в такую теоретическую подготовку, что ли, вопросов внесли и наши академики, Николай Васильевич Черский, Владимир Петрович Ларионов, хозяйственные руководители Руслан Юрьевич Шипков, или молодежь подросла, Василий Моисеевич Ефимов. Очень много внимания уделял председатель Совета министров Якутской ССР в начале 90-х годов, а затем председатель нашего Верховного Совета и руководитель и председатель Совета директоров Саханефтегаза Климент Егорович Иванов. Конечно, это были совсем другие проекты, это вовсе даже не «Силы Сибири», это нечто совсем другое. Но вот те наработки, они создали такую теоретическую базу, хорошее представление, значит, о наших возможностях и расчетную хорошую такую базу, на основе которой можно было прорабатывать дальше вопросы развития нефтегазового комплекса Якутии. И, понимаете, все получается так, и геологические данные у нас хорошие, и эти отрасли уже существуют. Значит, и теоретические наработки есть. Поэтому, конечно, нефтегазовый комплекс для нас стал таким приоритетным, важным, нужным. И мы специально начали заниматься этим вопросом как отдельно важнейшей проблемой. Значит, и, конечно же, начали активную работу на федеральном уровне. Причем, настолько эта проблема была важна для перспектив Якутии, значит, что мы рассуждали или считали таким образом, что без этого будущего Якутии не будет. Мы будем обычным дотационным регионом при своих алмазах, при своем золоте.
Значит, с учетом экономики, географической особенности республики, нашего климата, природы, с учетом того, что природные ресурсы имеют свойство истощаться, и нам все труднее и труднее добывать те же самые алмазы. Это совсем не та добыча, которая была в советское время, в 80-е годы, с точки зрения масштабов, объемов и себестоимости. Значит, были большие трудности в других базовых отраслях, в угле. Когда наши главные месторождения уже исчерпались, надо было новую жизнь в угольную промышленность, значит, давать ей новую жизнь. В золотодобывающей промышленности и так далее. Это наша база, традиционная отрасль. Мы на ней будем жить, но, значит, рывок должен быть в другом. И в том числе в нефтегазовом комплексе. Поэтому те вот наработки, решения, которые были на основании работы предыдущих поколений, о которых я говорил, сделаны, они стали для нас как бы таким маяком, что ли. Мы без этого не видели будущее Якутии. Поэтому никаких, будем говорить, отступлений, значит, быть не должно. И поэтому мы повели самую активную работу на всех уровнях и с хозяйственными субъектами, ну, имеется в виду крупными нефтяными компаниями, значит, газовыми компаниями и на уровне правительства Российской Федерации. Началась наша бесконечная, значит, ну, что ли, постановка вопроса на любом уровне. В конечном итоге это все совпало, на самом деле, с объективным ходом обстоятельств. Вы помните, как остро стал вопрос о необходимости развития Дальнего Востока. Надо было искать для него базовые такие приоритетные направления. Вот, пожалуйста, нефтегазовый комплекс, наш, Сахалинский, значит, и Иркутский. Возникла проблема необходимости диверсификации путей сбыта продукции в нефтегазовом комплексе страны в целом. Значит, возникла проблема, будем говорить, восполнения тех мощностей запасов, которые до сих пор были в Западной Сибири и так далее. Поэтому вот наше такое, значит, будем говорить, мечта, она совпала с общегосударственным интересом. И это, конечно, помогло нам решать все вопросы. Понимаете, как бы на самом деле наши взаимоотношения с «Газпромом» по поводу вот, создания современного нефтегазового комплекса в Восточной Сибири в целом, значит, у нас в Якутии в частности, они прошли несколько этапов. Я помню еще те времена, значит, если чуть-чуть передвинуться во время назад, я рассказываю все про начало 2000-х годов, а еще середину 90-х годов, когда вот шла приватизация, значит, разгосударствление, такой термин был, раздел имущества по всей стране, но это времена Гайдара, Чубайса и так далее. Я в начале 90-х годов был премьер-министром Якутии. И по поручению президента республики, значит, вел достаточно долгие такие упорные переговоры с «Газпромом» о судьбе нашего Якут-Газпрома. Он выделен был самостоятельное предприятие, акционирован, значит, так, и находился в республиканской собственности. Но на каком-то этапе правительство республики приняло решение о том, что надо найти способы интеграции с большим «Газпромом», потому что, скажем так, ну, самостоятельно очень трудно было осуществлять инвестиционную деятельность. Текущая работа нашего якутского «Газпрома» вполне нас удовлетворяла, но мы видели, что уже сегодня, тогда, с позиции того времени, уже впереди сдали кризисные времена, потому что надо было вкладывать деньги в развитие газовых промыслов, в достройку магистральных газопроводов, в создание резервных мощностей и так далее. А понятно, что маленькое предприятие имеет маленькие возможности. Поэтому мы начали вести речь о том, чтобы наш «Газпром» в какой-то форме, значит, форму надо было найти, ну, через акции там, или еще как-то, присоединился к большому «Газпрому». Вот я встречался с Виктором Степановичем Черномырдиным тогда, значит, еще когда он в «Газпроме» работал, встречался с Ремом Вяхером, великими нашими газовиками, значит, от имени республики, вел с ними длительные переговоры, имел всякие разные и дружеские беседы, и беседы на разных тонах. Но мы столкнулись с тем, что они категорически не хотели двигаться, значит, на восток. Вот как говорил один из руководителей «Газпрома», Томск – это наша последняя восточная точка. Почему? Ну, потому что у них к тому времени накопилось огромное количество проблем на основных своих действующих газовых промыслах, месторождениях и так далее. Эти проблемы никуда не делись и к началу 21 века. Поэтому позиция «Газпрома», она была разная.
И, значит, вот в 2002 году мы начали разработку вот этого нашего большого нефтегазового проекта Якутия, значит, освоение нефтяных месторождений, строительство нефтепровода, который впоследствии получил название Восточный Сибирь-Тихий океан, и вот освоение ЧНД, и прокладка газопровода, который сейчас называется «Сила Сибири». Все это наши специалисты, значит, проработали вопрос в теории очень хорошо. Мы выработали концепцию на этом своего видения развития нефтегазового комплекса Якутии и начали вот с ней как раз работать, контактируя с крупными компаниями, в первую очередь, нефтегазового комплекса, и с Роснефтью, и Транснефтью, и с «Газпромом». Уже в июле 2004 года, вернее, 2002 года у нас была создана специальная рабочая группа совместно с «Газпромом» по нашей инициативе, которая начала прорабатывать эти вопросы. Вот в октябре 2002 года по нашему приглашению в республику прибыл, значит, Алексей Борисович Миллер. Мы с ним торжественно подписали, значит, документы, которые предусматривали совместную разработку проекта создания гигантского газового комплекса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая Якутский центр добычи газа. То есть пока, заметьте, еще теоретические такие проработки. Значит, мы также договорились о том, что, возможно, мы создадим даже совместное предприятие. Значит, в Якутии с 51% акций у «Газпрома», 49% значит, у республики. Возможно. Если наша совместная теоретическая работа покажет, что это целесообразно. Вот начали взаимодействовать. Видите, на самом верхнем уровне в «Газпроме», значит, была позиция, которая, ну, мы говорим, отвечала нашим вот, как бы, взглядам и совместным интересам. Но уже тогда мы столкнулись и с этой прежней линией в «Газпроме», с линией, которая говорила о том, что нет, это для «Газпрома» слишком, значит, сейчас невозможно сделать, у нас столько проблем. Причем по мере развития событий эта линия, она не, будем говорить, не исчезала. Значит, была определенная группа людей, высокопоставленных в «Газпроме», первых заместителей у Миллера, которые категорически возражали против всех этих наших, как они говорили, фантазий. С другой стороны, в том же «Газпроме» были люди, которые активно это поддерживали, видели в этом будущее «Газпрома». Алексей Борисович занимал всегда такую позицию, будем говорить, ну, мудрую для руководителей. Пусть там они спорят, а мы потом примем решение. Поэтому не так уж гладко сказывались у нас все наши, будем говорить, взаимодействия с «Газпромом». Было время, я даже еще скрывать-то буду, значит, мы же начали работать с одной стороны «Газпромом», но надо было решать вопросы и на правительственном уровне. И неоднократно эти вопросы обсуждались на уровне председателей правительства, сначала Касьянова, потом Фродкова, и на уровне президента Российской Федерации. Ну вот я до 2006 года четырежды с президентом встречался только по газовой проблеме. И я даже предлагал президенту создать «Газпром-2». Значит, «Газпром-2». Для восточных регионов страны. Мотивировал я это тем, что как бы наше взаимодействие с «Газпромом» оно есть, но я вижу, что у них очень много, видимо, своих задач и проблем, и вопрос даже не в финансовых или там материальных ресурсах, а вопрос в том, что такие гигантские проекты требуют еще и каких-то новых организационных усилий и новых интеллектуальных усилий. Может, у них не хватает этого уровня, так? Не хватает возможности уделить этому внимание. Вот до того даже ставился вопрос остро. Но в конечном итоге все-таки, как бы не мытьем так катанем, мы вместе с «Газпромом» согласовали все позиции будущего проекта. А в 2004 году по инициативе руководства республики у нас в Якутске проходило большое-большое такое совещание межрегиональное, которое проходило под эгидой Минприродных ресурсов России. И туда прибыл заместитель министра природных ресурсов Петр Васильевич Садовник, который в то время возглавлял вот это вот, как бы, направление нефтегазовое в Министерстве природных ресурсов. Отчитывал, прибыли ученые, специалисты всех уровней, руководители субъектов федерации. Там докладывал «Газпром», значит, мы выступали со своим проектом. И как бы к тому времени мы с «Газпромом» в основном согласовали все, значит, позиции. Вот после этого, значит, совещания, будем говорить,
«Газпром» получил уже официальное поручение. Уже не просто так вот на том уровне, как мы с ним там работали, а официальное поручение, значит, от президента о том, что «Газпрому» и распоряжение правительства вышло о том, что «Газпрому» поручается теперь уже разработать восточную газовую программу, о которой стал вопрос вот на этом совещании и так далее. Эта восточная газовая программа, она имеет развернутое название. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, значит, центров по добыче газа, газотранспортных систем, значит, газоперерабатывающей промышленности, газохимической промышленности и газификации населенных пунктов с учетом экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот название. Ну, мы ее коротко называем «Восточная газовая программа». Ну, конечно, души наши возрадовались. У нас, в общем-то, был очень мощный такой коллектив в руководстве республики. И Геннадий Федорович Алексеев, заместитель председателя правительства, первый заместитель, и министр промышленности Александр Анатольевич Аглы, и председатель комитета Леонид Николаевич Ковалев по геологии, которые объединяли, это только лидеры, а там вокруг них было огромное количество ученых, специалистов, которым я вот сейчас с позиции сегодняшнего дня безмерно благодарен. У нас все было отработано, с «Газпромом» согласовано, и все. Значит, теперь мы как бы участвуем только в этой восточной газовой программе и ждем, когда она будет утверждена, значит, и потом начнем практические действия. В это время, конечно, у нас главные заботы были и главное внимание нефтегазовому, значит, комплексу. Это знаменитые дебаты, где труба должна идти, значит, Восточная Сибирь, Тихий океан, какие темпы будут освоения Талаканского месторождения, кто там будет недропользователем и так далее. А здесь мы считали дело в кармане. Ну, к сожалению, не тут-то было. Когда восточная газовая программа пошла на утверждение, то мы увидели, что там как бы все по отношению к первоначальным вариантам, согласованным с «Газпромом», перевернуто. Что мы согласовали с «Газпромом» сначала, и что мы обсуждали на совещании в 2004 году, и мы считали, пойдет в основу восточной газовой программы. В восточных регионах страны должны были созданы быть 4 центра добычи газа. Сахалинский, Якутский, Иркутский, ну это таковых-то, и Ивентийский. Эти центры должны создаваться, обычно у нас освоение, вообще развитие нашей страны идет с запада на восток, да, вот потихонечку, да, мы приближаемся, перешли за Урал, потом в Сибирь, потом на Дальний Восток. А здесь наоборот, поскольку к тому времени Сахалин был наиболее развитой такой структурой, и там уже действовали вот эти предприятия, которые были созданы в рамках закона о разделе продукции с иностранным участием и так далее, то вот Сахалинский центр получил первоочередное развитие, и от него, как бы, вот он, затем должен быть Якутский центр, затем Иркутский, потом Ивенкия. Задом наперед идет развитие. И, соответственно, трубопроводы идут сначала с Сахалина в Хабаровск и Владивосток. Значит, Сахалинский центр заработал на благо страны, значит, помимо экспортных своих поставок. Потом из Якутии мы приводим трубу в Хабаровск, значит, так, и уже даем возможность создать газоперерабатывающую, газохимическую промышленность на Дальнем Востоке, газифицировать Амурскую область, Еврейскую автономную область. Потом труба тянется из Чайнды нашей до Кавыкты, и начинается событие в Иркутске, затем он заходит туда, в Ивенкию, и выходим, значит, в такую деревню Просколково в Красноярском крае, где соединяемся со всеми магистральными газопроводами Российской Федерации. И с этого благословенного момента газ в Якутске может уйти в Европу, значит, сибирский газ уйти в Китай, куда хочешь, маневр полный. Но, значит, в той версии, которую «Газпром» представил правительству, на самом деле он все изменил. Сахалинский центр номер 1, потом Иркутский, между ними прямая труба вдоль трассы БАМа. Якутия в стороне, Ивенкия в стороне. Да, когда-то не будет осваиваться, но это будет за 2050 годом, а реально, как мы начали рассуждать, за 2070, а то, может, в 22 веке. Ну, конечно, нас не могло это устроить. И мы как бы начали такую активную работу для того, чтобы вернуться к исходным позициям. В «Газпроме» разные были точки зрения, значит, споры там шли до небес, и я вынужден был обращаться и в правительство, и выступал
на специально собранном совещании по нашей инициативе в Хабаровске, который проводил полпред президента в Дальневосточном округе Камиль Шамильевич Исхаков, где, конечно, мы предварительно обсудили это на совете губернаторов, договорились о нашей позиции, где вот как бы от имени губернаторов я делал доклад и говорил, что этот проект не годится, что он не дает возможности, ни газификации Юга Дальнего Востока, ни развития мощной газохимической, газоперерабатывающей промышленности. Потом мне приходилось выступать на специальной комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которую возглавлял представитель правительства Фродков. В конечном итоге, в октябре 2006 года я вынужден был попросить о встрече с президентом и явился к нему по одному только вопросу, знаете, как студент, у меня тубус такой был, там карты лежали. Но я должен сказать, что Владимир Владимирович на самом деле очень хорошо владеет проблематикой, все эти нефтегазовые. По-моему, лучше многих руководителей нефтегазовых структур, до мельчайших подробностей. И вот, развернув карты на столе, мы очень долго смотрели, он очень много задавал мне разных вопросов, как я понял, специально для того, чтобы понять, пункт первый, почему мы упорствуем, для того, чтобы проверить. Но он говорит, ведь на самом деле то, о чем вы сейчас говорите, это же варианты, которые мы много раз обсуждали, которые уже были согласованы. Я говорю, да, это так, но документы не так составлены. Он поручил при мне тут же, звонком Миллеру о том, что до тех пор, пока она не будет согласована с республикой, ее не представлять на утверждение правительства. И тут же мгновенно в Якутск вылетели специалисты «Газпрома», мы очень долго там опять с ними пообсуждали, пришлось сделать кое-какие компромиссы, где-то там пойти на уступки, в чем-то. В общем, короче говоря, все-таки решения были приняты, и именно в том варианте, как вот мы первоначально договаривались, как, собственно говоря, был проработан у нас в республике, и мы были во многом авторами этого проекта. Поэтому я говорю, что мы гордимся тем, что были инициаторами, лоббистами и авторами этого проекта. Сразу же, это был самый конец 2006 года, декабрь. Сразу же в начале 2007 года здесь, в Москве, мы с Миллером подписали соглашение, теперь уже о начале реализации восточной газовой программы в республике Саха-Якутия. Конечно, у них все усилия были на Сахалине первоначально, там, помните, подготовка к саммиту, перевод на газ этих электростанций на Дальнем Востоке там, и так далее. Но, тем не менее, уже тогда было создано специальное представительство «Газпрома» в Ленске. Появились их структуры, началась геологоразведочная работа, всякие разные. Первоначально, конечно, мы очень недовольны были их работой, потому что они как партизаны высаживаются, никому ничего не говорят. Но когда уже представительство появилось, начало координировать все их структуры и так далее, возник уже такой нормальный рабочий контакт. А в 2010 году уже в Якутске мы с Миллером подписывали другое соглашение, уже на начале освоения, то есть подготовительный этап закончился. И в 2010 году у нас в Ленске высадилась структура «Ноябрь» добычи «Газпром», которая уже сейчас будет эксплуатировать месторождение. Тогда уже дела сдвинулись очень сильно, и действительно началась такая хорошая реальная работа, определили мы места базирования, трассы там и так далее, и так далее. И, собственно говоря, старт, скажем, уже практической работе. Вот получается такой длинный путь. 2002 год – это постановка вопроса о необходимости создания такого проекта, освоение ЧНД, строительство газопровода магистрального. 2004 год специальное совещание, решение правительства на разработке этой программы. 2006 год все вопросы утрясены. 2007 год начало подготовительной работы. И 2010 старт. А труба начала строиться раньше, формально, это вот в 2014 году, когда президент уже вновь Владимир Владимирович Путин прилетал в Якутск, и с участием руководства Китайской Народной Республики, там был первый стык сварен, так? И тогда Алексей Борисович Миллер подошел к нам, к руководителям республики, и говорит о том, что, вот видите, это наш проект, имеется в виду общий, мы можем. Это действительно так.
Ну, она, по большому счету, не решена в таком ключе, что вот гель отделяется, извлекается, как-то используется. И это связано с двумя причинами. Во-первых, ну, гелий – это действительно ценнейший компонент, но в таком нашем, что ли, сознании обыденном мы все время думаем, гели, это, значит, вот эти дирижабли и так далее. Да, это действительно так. Может, когда-то человечество вернется к такому способу транспортировки. А сейчас он технически очень сложен. И тогда гели действительно в этом направлении будут использоваться. На самом деле у него есть гораздо более такое важное применение для разного рода технологий в космической промышленности, в создании совершенно новых материалов с заранее заданными свойствами, которые используются, ну, в суперсовременных отраслях материалы создания новых материалов и электроники и так далее, и так далее. Но все-таки использование его ограничено. И сегодня того геля, который добывается в мире, и у нас в стране, в основном месторождениях Оренбурга, его достаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности. Поэтому вот такого массового спроса, что ли. Да, прибавка, конечно, значит, она нужна всегда, но массового спроса на него нет. Поэтому надо его хранить. Хранить, как и транспортировать, его чрезвычайно сложно. Потому что это материал, который очень легко проникает через все преграды и улетучивается. Поэтому для хранения гелия нужна специальная емкость, а для перевозки тоже. Значит, и не так-то все это просто. В этой связи как бы и возникает проблема, что с ним делать. Ну вот она решена так, что он будет обратно закачиваться в пласты нефтегазоносные для того, чтобы, во-первых, там поддерживать и высокое давление, нужное для нефтегазовых промыслов, значит, а во-вторых, для того, чтобы он там хранился и когда-нибудь в будущем был оттуда извлечен. Я думаю, что будущее у этого как бы такого природного вещества очень, ну, достаточно сказать, что происходит на Солнце. Там в результате термоядерной реакции водород превращается в гелий. Значит, может быть, обратную реакцию можно сделать. В общем, будущее у этого, конечно, очень большое, и поэтому пусть он там хранится. Я думаю, так сразу не скажешь, но вот в принципе, я думаю, есть несколько таких причин. Во-первых, мы никогда не ставили вопрос, так, знаете, с бухты-барахты. Вот мне в разных качествах, и еще когда я и премьер-министром был Якутии, затем президентом компании «Алроса», и вот президентом Якутии, работая в Совете Федерации, очень много контактирует с представителями разных субъектов Федерации, бывает в разных частях страны. И мне часто приходилось слышать, как люди с большим энтузиазмом, значит, о чем-то говорили, какие-то проекты выдвигали, там, вот мы можем то, мы можем это, у нас там есть то, у нас есть это. И я всегда старался поддерживать, и, значит, ну, если было необходимо, такие всевозможные проекты, там, интерес к ним у людей. Но было видно о том, что многое же это просто фантазия, малосбыточная и так далее, поэтому, значит, они едва ли они осуществимы. Ну, например, вот, чтобы не быть голословным, вы понимали, о чем я говорю, вот у нас был спор с губернатором бывшим Приморского края Миклушевским Владимиром Владимировичем. Вот он говорит, прям проект они такой огромный создали, значит, мы Владивосток превратим в важнейший туристический центр, значит, во всей Восточной Азии. На что, посмотрев его проект, я говорю, вам это не удастся. Значит, вы собираетесь принять 10 миллионов туристов, хочу вам сообщить, что вся Россия приняла 10 миллионов туристов за год. Такую индустрию невозможно в Владивостоке создать, для этого просто нет необходимых условий. Ни климат, ни там какие-то культурные там, и иные ценности. Это да, Владивосток очень ценный город, но поток туристов там будет очень маленький. Поэтому если вы рассчитываете, что на этом сделать отрасль специализации города и будущее города выставить, ничего не получится. Вы должны искать другие направления. Другие, реально, вы должны делать реальные расчеты и все остальное прочее. Но я этот спор привожу просто в качестве примера, значит, потому что вот мы всегда старались, и в этом, может быть, и была наша сила и преимущество, значит, все должно быть обосновано, должно быть на кончике пера, как говорится, рассчитано, подсчитано и так далее. К счастью, у нас в республике всегда был достаточно сильный такой интеллектуальный потенциал. Ну, традиционно считается, что у нас очень сильно та часть такого потенциала, который касается культуры, искусства. Ну, это правда.
литературы. Значит, но с другой стороны, ведь у нас огромное количество институтов было еще в советское время. Значит, у нас, в общем-то, неплохие традиции в университете. И очень сильные школы геологов, горняков, значит, инженеров. И, конечно, был достаточно кадровый потенциал для того, чтобы делать действительно серьезные обоснования, которые не уступали технико-экономическим обоснованиям, значит, которые делались, предположим, тем же самым «Газпромом» или «Транснефтью», значит, не уступали. И больше того, мы, конечно, старались привлечь еще и другие институты, московские и все остальные. Значит, во-первых, для того, чтобы найти село, где можно проверить свои, что ли, выкладки, с другой стороны, их привлечь в качестве такой помощи в расчетах и так далее. Поэтому все наши позиции, они не были с бухты-барахты. Вот хотим, думаем, значит, мечтаем. Это чисто инженерные такие расчеты, вопросы. И они, конечно, очень многих убеждали, особенно, вот, скажем, Михаил Ефимович Фродков был председателем правительства, он такой достаточно очень глубокий человек, который ко всем относился, значит, к вопросам очень скрупулезно и так далее. Это одна сторона, сильная сторона. Ну что можно противопоставить тому, что там, значит, рассчитано, подсчитано, доказано, значит, что именно так надо делать, по-другому. Значит, это первое. Второе, ну, мы всегда стремились, чтобы это действительно отвечало государственным интересам, государственным. Значит, и в тех случаях, когда мы видели, что, может быть, это нам надо, как бы, но, в принципе, существуют и иные государственные решения более эффективные, то, конечно, мы, значит, ну, соглашались с этим. Иногда вот меня упрекали часто, и мне об этом и Фродков говорил, и говорил, значит, полпред наш, Камиль Шамильевич, вот, потом Ишаев, вот, вы там все на себя тянете, все себе и себе, все почему-то идет в Якутию, значит, и вот как же, вот почему труба там пошла, а не в Иркутске, там еще где-то. Но мы говорим, у нас нет такой цели, вот, все себе там и так далее, просто, значит, это отвечает интересам государства. Отвечает интересам республики, Российской Федерации в целом и всего Дальнего Востока. Ведь вы сейчас, будем говорить, наслушавшись этих жалоб, меня критикуете, но вы сами же меня и поддерживаете, всегда во всех начинаниях. Поэтому, значит, и это очень важный аргумент на самом деле. Вот выступая на комиссии по топливно-энергетическому комплексу в отношении нефтяной трубы, нефтяной, не газовой, Восточный Сибирь-Тихоокеан. Тогдашний руководитель Транснефти Семен Вайншток, Семен Михайлович, он, как бы ничто сумнящий, говорит: понимаете, Михаил Ефимович Фродкову, значит, председатель правительства, вот если я был председателем Госплана, я рассуждал бы так, как Штыров. А как бы я же руководитель Транснефти, у меня, говорит, другие критерии эффективности. Вот тут Фродков говорит: ну послушайте, это вы в Транснефти можете так рассуждать, а вы же на состоянии правительственной комиссии. Значит, выходит Якутия права, значит, так, раз они рассуждают, так как рассуждал бы Госплан. Значит, тут Семен Михайлович понял, что он это лишнее что-то сказал и сам себя выдал. Это пример того, что государственный интерес, он должен превалировать над отраслевым и так далее. Ну, тот же самый «Газпром», почему они трубу начали прокладывать из Иркутска на Сахалин, вдоль трассы БАМа, значит, потому что для них это вроде как эффективнее, быстрее. А то, что при этом отрезается огромное количество месторождений, потому что от этих месторождений трубу-то еще до магистрали надо довести, и они становятся рентабельными. А то, что там в трассе, по трассе невозможно заместить газопереработку, газохимию из-за сейсмики, ну, это вроде как не их вопрос, это вопрос там других. Тех, кто осваивает газы, месторождения, или будет, у кого лицензия там есть, или кто будет заниматься газохимией и так далее. Вот ведомственный подход, он такой, значит, он часто превалирует. Ну, я вот сейчас говорил о «Газпроме», но они нашли в себе силы все-таки. Вот такой под руководством Миллера этот подход общегосударственный, он действительно у них тоже, несмотря на то, что некоторые специалисты там подталкивались к другому, он тоже превалирует. Вот как бы вторая, ну, причина, что ли, почему, может быть, удавалось, потому что мы всегда рассматривали все вопросы с точки зрения
общегосударственным интересам, интересам Дальнего Востока, значит, конечно, интересам республики, но не акцентируя на то, что вот это нам надо, Якутии, и все, а вы как хотите, так тут и живете. Значит, это второе. Ну и третье, знаете, это может быть другой, что ли, области относится. Но у нас вот иногда бывает так еще отношение, что ли, такое, если хотите, экономика, политика, это же во многом еще психология. Значит, так. И часто бывает так, что вот эти великие боссы современности, они как бы подавляют всех остальных. Вот там Транснефть, вот Газпром, наше национальное достояние, вот там и так далее. Вот они скажут, они знают, они, значит, самые умные и так далее. Значит, надо не бояться этого, надо доказывать свое. Значит, ну, как говорят, никогда не надо сдаваться. И все будет нормально.